Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Hit it, boys. Сегодня с утра, когда подъехал, подъезжает газелька, да, оттуда выгружают нам большущее такое колесо 160 килограмм. Эти кувалды. Ну, я такая думаю, наверное, что-нибудь будем... Я видела уже по телевизору, как там вот эти тренируются всякие силачи, атлеты. Но у меня вопрос сразу. Вы, наверное, поняли, что будут какие-то силовые упражнения, что-то будет движ какой-то. А как вы думаете, кто мне будет помогать? Давайте я дам вам подсказку. Это легендарный силач. Силач, который лично меня мотивировал все мое детство. Я на него смотрел, когда он таскал пароходы, поезда, автомобили, баржи. Я смотрел на него и понимал, что вот она сила человеческая, вот она природная сила. И поэтому сегодня помогать мне здесь, на этой площадке, будет рекордсмен мира. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса. Неоднократный обладатель титула «Самый сильный человек России». Финалист и призер чемпионата и звания «Самый сильный человек планеты». Давайте его приветствуем! Привет, Искандер. Эльбрус Агай. Ну, немножко стопор был, тогда уже пазлы начали складываться. Помню, когда я еще даже, наверное, подростком была, смотрела, наблюдала, интересно было очень. Когда увидели Эльбруса, уже стало понятно, да, здесь будет силовой такой экстрим. А несколько слов нашим ребятам, что такое силовой экстрим, кто им может заниматься и почему им стоит заниматься. Что такое силовой экстрим? Силовой экстрим – это, сказать вкратце, это преодоление себя. Это борьба со своими страхами. Многим кажется, что это подъем тяжести, что это большие мускулы. Это не совсем так. И вот даже глядя на меня, наверное, можно сделать вывод, да, что чтобы побеждать на соревнованиях, недостаточно просто, как я уже сказал, большого роста, большой силы. Главное – желание. Почему звездный гость сегодня будет вместе с вами помогать вам, следить за вами и давать комментарии? Потому что мы сегодня докажем каждому из вас, что вы даже не представляете, какая силища и какой потенциал скрывается внутри тела каждого из вас. И абсолютно без разницы, сколько вы весите. Самое главное, насколько вы сильны здесь. И сейчас мы переходим к первому заданию. Это трактовка шины. Трактовка вот этой покрышки, которая весит 160 килограммов. Итак, первая команда. Дамир, Денис и Ирина. Я постарался распределить баланс сил так, чтобы у вас было на одного побольше, а там, чтобы ребятам было посложнее. Ну что, объясняю правила. Сейчас у вас есть начальная отсечка и конечная отсечка. Здесь примерно метров 15, ну, условно 20 метров. Вы будете соревноваться на время. Сейчас Эльбрус объяснит правила, как технически правильно это делать, что разрешается, что допускается, а что категорически нельзя. Пожалуйста. Не надо думать, что вот просто тяжело поднять. Отрыв, да, здесь сложен. Но, как правило, на соревнованиях побеждают атлеты не те, которые поднимают быстро, не эти, а те ребята, которые, подняв и толкнув покрышку, как можно быстрее вновь подбегает к покрышке, то как только он ляжет на поверхность, в этот момент нужно моментально подскочить и следующий переворот сделать. Важно покрышку толкнуть одновременно, чтобы не за один бок, чтобы у нас покрышка не крутилась. На прямых руках, вот еще один момент, то есть не надо пытаться поднять руками покрышку. То есть, да, рука прямая, спина прямая за счет мышц спины ног. Если вы готовы, от слов к делу, как говорится, Дамир, ты можешь поддерживать свою команду, свою пару, давать какие-то советы, но единственное, ты не имеешь права прикасаться к покрышке, у тебя будет возможность. И еще, вы должны перекатить покрышку за линию, не бросить перед ней, а чтобы покрышка оказалась за линией. Самое главное было, чтобы вот именно работать в команде, у нас были промахи,
Под конец не одновременно толкали. У нас нет лентяев в проекте, у нас все огонь. И стоп! 29 секунд и 8 десятых. Я халявничала. Чуть-чуть. Поехали. И стоп. 28 секунд и 27 сотых. В принципе, вы показали, ну, практически одинаковое время. И вот что характерно. Вы вдвоем выполнили такую работу, которую выполнил Дамир-1. Если вы готовы, то 3, 2, 1, поехали. Но я думала, мы будем ее таскать туда-сюда как-то всей командой. Но не думал то, что вдвоем там. Ну ладно. Думаю, то, что я еще в паре была с Артуром. Думаю, ладно, там он на себя возьмет, наверное, как-то больше этот. Время 32 секунды и 2 десятых. Неплохой результат, но немножечко уступили. Уже немножко уступили. Так, ну что, 3, 2, 1, поехали. Отлично. Хорошо, уронили. Ровно падает, Самое хорошо, главное молодцы. сделать первый переворот. Ну, я пыталась еще одна поднять это колесо. Оно совершенно не поднимается. И я почему-то подумала, что мы вдвоем не сможем его поднять. А когда мы вдвоем, у нас получилось. А потом уже как по накатанной, но мы быстро дошли. Молодцы. Стоп! Вы не поверите, но вы показали действительно лучший результат. 25 секунд и 88 сотых. Поздравляю вас, молодцы. Вот видите. Ребят, аплодисменты друг другу, молодцы. Это было неплохо. Прекрасно получилось для первого раза, учитывая, что действительно они в первый раз соприкасаются с подобными физическими испытаниями, в которых, как я уже сказал участникам, недостаточно просто обладать какими-то физической там силой, да? То есть нужна смелость, нужна ловкость, нужен жизненный опыт, техника и так далее. Сейчас перед вами лежит та же самая покрышка и 2 молота. Один молот женский, который весит 10 килограммов, второй молот мужской, который весит 18 килограммов. Сейчас вы соревнуетесь также командами. Мужчина берет мужской молот и должен нанести максимальное количество ударов по покрышке за 1 минуту. Итак, приготовились. 3, 2, 1. И вот я уже вижу ошибку выполнения, он сам себе усложняет задачу, жизнь. Да, он 2 руками пытается за конец взять, да. Мы сейчас вот... Да. — 26 ударов. Что скажете по результату? Как это, неплохо или можно было лучше? Пока сравнивать не с чем, да. Будем считать, что это лучший результат на данный момент. Время. Я родился в Дюртюлях и колуном когда-то рубил дрова. Денис, молодец, молодец, давай жестче! Жестче, представь, что там я лежу. После бешеных гонок, что такого экстрима у нас больше не будет, а тут прям огонь. А неплохо идет. Нет слова «хотел», «не хотел», есть слово «надо». Время. Ну что, здесь можно поаплодировать. Денис, молодец. Давай, Денис. 3, 2, 1, поехали. Ага. Это вообще даже, ну ладно, мальчишки, да, но мы, девчонки, это я вообще даже и представить не могла. Смотрите, все мощнее и мощнее удар. Каждый удар все сильнее и мощнее. Тело само подсказывает. Видимо, когда-то работало с топором. Время, аплодисменты. Я хочу добавить, что я на самом деле бы не хотел оказаться мужиком, который тебя обидит. 3, 2, 1, поехали. Кувалда, конечно, тяжело удалось, но думала, что опыт дров, который колола, мне поможет, и нифига не помог.
Там все твои проблемы, все твои неудачи, все твои неуверенности. Бей их. Я все думала, что у меня хромает техника. Ничего, будем учиться. Время. Аплодисменты, аплодисменты. Это тоже очень неплохой результат. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Не жалей покрышку, не жалей. Бей сильнее. На занятиях в фитнес-арене мы поднимаем мяч 7 килограмм. Поэтому, когда сказали, что это 10 килограмм, я тоже поняла, что это не так сильно страшно. Неплохо, неплохо, неплохо. Работаем, дыши. Дыши, дыши, дыши. Жестче. Работай жестче. 34. 35. Время. Ну что, здесь можно только поаплодировать. 3, 2, 1. Поехали. 4, 3, 2, 1. Время. 42. Ну что, я могу сказать, что это рекорд. Это рекорд. Приготовились? Время. Ну, когда я увидела то, что вот этот молот надо поднимать, я здесь вообще думаю... Они на самом деле молодцы, они очень быстро правильные вещи воспринимают и берут. Я, во-первых, сначала взять не смогла, и вообще бить я сначала не поняла, как это все делается. Конечно, в повседневной жизни такую Время. нагрузку не испытывает человек. Аплодисменты, аплодисменты. С небольшим перевесом, все-таки с небольшим перевесом, ваша команда одерживает победу. Молодцы, я вас поздравляю. Смотрите, следующее задание, оно самое сложное. Это что у нас? Это буксировка внедорожника. Вот машина стоит и стоит, ладно, думаю, просто привезли инвентарь. Но то, что мы ее будем тягать... В страшных снах мне даже такой не снилось. Ой, ну я думала, газельку будем толкать, честно. Представьте, что это просто санки с детьми, там двое детей маленьких, там 5-7-летних, и все. 3, 2, 1, На старт, поехали! внимание, марш! Давай, 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 давай. Ниже, давай, ниже, давай, руками карабкайся, руками помогай, царапайся. Давай, давай, Руками, двумя руками. Разгоняй, разгоняй. Идем, 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 идем. И... Стоп! Ну что? Вот она твоя мужественность. Ты только что привез ее себе, понял? Красава, классно. Все, готово, Все, поехали. Давай, 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 давай. Вот. Не надо, вот. коротенько, семени быстрее, не Пошло, выпрямляйся, не выпрямляйся. Пошло, давай, можешь. Соблюдала все инструкции, все, что Эльбрус говорил, я мотала на ус. Дышать, Ровно, не отклоняемся. Дышать. И... Коленки дрожали. Но я почему-то думала, что это будет тяжелее. 13 секунд. Такой же результат, как у Артура. 13 секунд. Это серьезно, это правда. Я не знаю, почему такой рекорд. Я поверить не могу. Может, у меня что-то с часами. Дистанция та же самая вроде. Ну что, это было очень круто. Ну, я такая думаю, ну, это же соревнование. Так нужно быстрее ногами перебирать. Поехали. Давай, толкайся. Хорошо. Перебирай ногами, перебирай. Пошла Хорошо, машина. поехали. Ну, машина, конечно, это вообще была жесть. Это вообще ужас какой-то. Вот этого я никогда не думала, что его можно с места сдвинуть. Все, машина едет, сама едет. Очень сильно сердце сжалось прям вот от страха. А потом оно, когда пошло, я почему-то подумала, что вот честно, да, что его включили в машину. Отлично. Я тебя страхую и время. Молодец. Все, отпускай 2, руки. 1, поехали. Не делай широкий шаг, двумя ногами одновременно. Давай. Вот так, хорошо, быстрее, хорошо. Вперед, перед собой смотри. Хорошо, пошел. Ну, где-то, конечно, были сомнения. Но потом подошел Эльбрус Нигматуллин, сказал: Денис, ты сможешь. Сделай рывочек сделай. Давай, под конец. Еще. Молодец.
Не, на самом деле, теперь я верю, что если я одену спасательный круг, я могу вдоль набережной прокатить пароход, ребят. Я это сделаю. 3, 2, 1. Поехали! Давай, не торопись. Поставь ноги в желоб. Не понял, так как я сидел в машине, и когда показывали технику, как надо правильно выполнять, я ее не видел. Разгони, ускоряйся. И есть. Здесь те испытания, которые мы сегодня прошли, да, они мне очень понравились. Я понимаю то, что это моя тема. 3, 2, 1. Поехали. Сдвинула. Хорошо, сдвинула. Хорошо, медленно разгоняем, медленно, хорошо. Давай. Ручками помогаем, стабилизируем тело. Хорошо, давай, разгоняйся. Ровно, хорошо. Понимаешь, что выбора нету, надо делать. Ну и сделали. Взрыв, давай, взрывайся под конец. И стоп, отлично. Не так, конечно, как хотелось бы, но все равно сделали. 3, 2, 1, погнали! Давай, помогай, толкай ногами толкай. Хорошо, разгоним на разгон. Давай. Ручками, пальчиками цепляемся, не ладошками, пальцами царапаем буквально. Хотя нет, проблем, надо царапать. А когда машину, да, здесь я, конечно, даже всплакнула. Я думала, я вообще ее не утащу. Хорошо, немножко осталось, давай. Ай, молодец. Стоп. Что это сделала? Я самая худшая была. По времени. Я вечно плакса проекта. И слабо еще. Перестань сомневаться в себе. Перестань. Ты же делаешь. Ну пусть не быстро, но ты же делаешь. По итогу нашего последнего испытания лучшую буксировку показали Артур и Рената. Давайте им поаплодируем. Это 13 секунд. По 13 секунд это обалденно. В то время как то самое большое время это 46 секунд. А я хочу сказать, что все результаты, которые вы сегодня показали, они будут суммироваться, подсчитываться и учитываться на голосовании. Ну и, конечно, ваш комментарий, Эльбрус, как вот последнее испытание и, в общем, как прошли наши такие импровизированные соревнования для наших участников. То, с чем они сегодня столкнулись, они столкнулись с этим в первый раз. Как по весу, то есть большой вес, большой объем этих вот снарядов, да, и тем не менее вы справились, вы большие молодцы. Девчонки вообще заслуживают отдельных аплодисментов. Вот. Парни тоже молодцы. Я им пожелаю, чтобы они не сомневались в себе, они ставили правильные цели, они не теряли эту цель, они заставляли себя делать маленькие шажки, тренировки, питание, настрой, окружение людей, люди, которые окружали их, они были такие же, как они, с похожими целями. Я прошу вас вот этот сегодняшний день его запомнить, очень так в сердце где-то оставить место для всего этого. И еще раз себе поаплодировать. Спасибо вам за участие. Мы можем! И ты можешь! Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Стратегический партнер «Заборы жалюзи Гранд Стил». Официальные партнеры «Чайный дом Теостан» и клиника «Варикоза нет». Сейчас, прямо во время съемочного процесса, я узнал новость, которая лично меня, не знаю, прям с ног сбила. Я, наверное, давно так не стрессовал. Сейчас ехал на съемки. Я узнал, что Анна приняла решение уйти с проекта. Почему так происходит сейчас? Мне тоже очень жаль покидать проект. Я была настроена. Я и сейчас постараюсь все сделать для того, чтобы похудеть, постройнеть. Но вот нехватка времени, но это большая причина, самая веская моя причина. Я начинаю нервничать, у меня поднимается давление, то есть я себя чувствую некомфортно. Я так понимаю, что нехватка себя для семьи, я так понимаю, что ли? Да. Вот смотри, ты понимаешь, что... Я понимаю, разрыв, ты говоришь, разрыв. Для себя, у меня один вопрос, для себя когда жить начнешь? Просто для себя. Наверное, попозже. А время есть еще? Как ты думаешь, есть у тебя время? Это попозже, это сколько? 10 лет, 20 лет? Когда уже ни сил, ни желания не будет? Я думаю, желание останется. Оно будет еще долго. Но сил...
просто вот этот момент, опять-таки, да, что всегда я кому-то нужна, детям нужна, внукам нужна, соседям нужна, еще кому-то нужна. А о тебе когда заботиться начнут? Кто о тебе будет заботиться? Вот ты просто должна понять, что ты никому не нужна. Вот такая, какая ты есть. Ты никому не нужна. Всем надо, чтобы ты была в строю, чтобы ты была здорова, чтобы ты была рядом. Никто не готов тебя отпустить. Ты вот это пойми. И поэтому в каких-то моментах, когда ты меняешься, надо быть немножко эгоистом. Вот немножко надо стать эгоистом и сказать, ну, ребят, нет, я не могу больше так. В любом случае, я тебе желаю удачи. Я просто хочу пожелать, чтобы, чтобы пришло то время, когда ты поняла, что ты себе нужна. Ты себе должна помочь. Ты должна о себе заботиться, начать уже сейчас, потом поздно будет. Сколько еще лет? Еще лет 5, и все будет поздно просто. Там уже просто лечь и лежать, как бы там до конца там останется, знаешь, там несколько лет, и все, и ты как цветок просто уйдешь, завянешь. Честно, я вот этого очень не хочу. Просто знаю, что двери нашего проекта, они всегда открыты для тебя. Ну, правда. Мне очень тоже горько сейчас. В жизни иногда происходят какие-то вещи, которые мы не можем здесь сейчас изменить. Спасибо, Искандер, за все. Не переживай. Я этого просто не понимаю. Я не понимаю, почему люди не могут найти на себя время. Найти время, начать меняться. Всегда какие-то отговорки у людей находятся. Я не могу, я там нужен родным, близким. А ты кому нужен? Кто о тебе позаботится? Да некому о тебе позаботиться. Это всю жизнь так. И человек тогда смерти будет ползти, цепляться зубами. Все время его будут использовать, все время его будут я не знаю, куда-то тянуть. А потом в нужный момент ты просто никому не нужен. В один момент бах, и все, и ты старый. Ты старый или ты мертвый, и ты умер, все, ты лег и умер. И я вот этого понять не могу, когда люди просто вот до этого доводят. Правда. Ладно, ребят, все, давай, завязывайте с камерой. Лучший друг проекта ты можешь — Фитнес-арена 3000. Хочешь крутых изменений? Делай это с лучшими. Тренировки никто не отменял. Ребята продолжают работу над своим телом под пристальным руководством наставников. Тяжело? Да. Но никто не говорил, что в нашем проекте будет легко. Друзья, мы решили сделать небольшую паузу, небольшой перерыв и провести для вас мастер-класс по чаю. Сегодня с нами ти-тестер, это называется так, с опытом более 40 лет. Давайте поаплодируем. Татьяна Николаевна Семерякова. Представляет она сегодня чай от нашего партнера, от нашего друга, от компании Теастан. Это говорит о том, что сегодня мы будем с вами пробовать и тестировать качественный чай, высококачественный чай. Поправлюсь. На самом деле, можете посмотреть, он сейчас рассыпан. И вот этот аромат, он даже ощущается здесь. Поэтому, друзья, зеленый чай, вот этот напиток на все время проекта должен стать для вас как вторая вода. Поэтому хорошего вам времени. Татьяна Николаевна, вам слово. Еще раз добрый день. Добрый день. Они ваши. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Очень много провожу дегустаций на каких-то мероприятиях, в больших супермаркетах. И, как правило, когда подходит молодая публика, молодые покупатели, все сразу, о, не зеленый. И, как правило, наш зеленый действительно всем очень нравится. Вы сами попробуйте, оцените, и я просто уверена, вам всем очень понравится наш чай. Давайте теперь я вам разолью этот зеленый чай. Оцените, пожалуйста, в первую очередь аромат, то, что положено,
по органолептическим свойствам зеленого чая. Классический чай зеленый не заваривают кипятком. Градусов 70-80 должна быть температура воды. То есть вот чайник вскипел, обязательно, конечно, он должен вскипеть, и немножко подождать, минут так 5. Чай уже вот подостыл, кипяток, и мы разливаем. Вообще зеленый чай, вот в отличие как раз от черного чая, черный чай, вот он выпивается, заварили, и сразу его надо выпить, желательно. Не оставлять его уже вот на второй, третий раз. А вот как раз зеленый чай, туда можно добавить кипяточку и еще раз выпить. И потом кончился, допустим, залить еще тут и еще выпить. Абсолютно ни витамины, ни минералы, там вот как бы они остаются в том же составе, вот эти все полезные свойства сохраняются. Даже вот в третьей заварке, как бы вот в литературе описывают, что там еще больше вот этих, по количеству вот этих всех витаминов и минералов, все вот это, там больше сохраняется. Может 3 раза добавить кипяточку? Да, именно так. Скажи, пожалуйста, а можно ли зеленый чай, вот, допустим, даже вот этот вот сорт, заваривать в термосе и в течение дня с собой носить? Почему? Конечно, можно. Нет, абсолютно. Нет, абсолютно. Только, опять же, не заваривать кипяточком. Он не должен свариться, этот зеленый чай. Он должен заливаться горячий, 70-80 градусов. Спасибо вам большое, было очень интересно. Пожалуйста. Пейте зеленый чай, Тиастан. Проект «Ты можешь» – эффективное пространство для развития. Я могу дать участникам все для того, чтобы они достигли невероятных высот. Но, к сожалению, даже мне не под силу помочь всем. В этом мире всегда будут обстоятельства и люди, которые захотят тебя остановить. И здесь все зависит от твоего выбора – быть сильным или дать волю непродуктивным эмоциям. На этой неделе мы потеряли участника не на голосование, а в неравной борьбе с непониманием того, что идеальных условий для изменений можно прождать всю жизнь. Это был проект «Ты можешь». Не сдавайся. Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Здравия желаю, товарищ бойцы! Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».